Дело в том, что мы очень с Натальей любим ездить, знакомиться с людьми. И если вы бы открыли каталог нашего фестиваля, то где-то на одной из первых страниц нарисована такая карта мира. Такая небольшого кусочка мира, в котором красные точечки. Это места, в которых проходила типомания. Типомания проходит не только в Москве, с разным размахом. Безусловно, в Нижний Новгород, например, мы съездили с выставкой West East. В Челябинске Паша Песклаков показывал тоже эту выставку. Это такие как бы маленькие мероприятия, но есть мероприятия и не маленькие. Одно из них – это в прошлом году Архангельск и Томск. В этом году тоже в Томск мы ездили. Я ездил, Наталья не смогла. Но самое мощное, конечно, у нас произошло такой десант в Улан-Удэ. Улан-Удэ – это Бурятия, это 200 километров от Байкала, Дим. 165 с половиной. И в Байкале, да, я купался. И существуют люди, которые не боятся трудностей, которые звонят и говорят: Саш, слушай, давай-ка, может быть, замутим типоманию у нас, в нашем городе. Смотри, вот мы можем договориться с залом, мы можем пригласить людей. И мне кажется, что вот такие люди, они вообще самые ценные для нашей профессии и вообще, я думаю, для культуры. Потому что сделать из ничего, не имея ничего, интересное мероприятие, на котором можно познакомиться, пообщаться, по-моему, это очень круто. И благодаря Диме, который сейчас выйдет и расскажет про то, что про всякие наши планы разные интересные. Привет, дорогой. Приветствую. У нас еще будет представление наших монгольских друзей. Дело в том, что, оказавшись за пределами Московской области, ты попадаешь совершенно в другой мир. Мир каких-то удивительных... Замкадье, да. В мир каких-то удивительных, теплых людей, вихря событий. И, оказавшись в столице Бурятии, мы познакомились с огромным количеством прекрасных монголов, с каллиграфами и дизайнерами, которые приехали на наш фестиваль прямо сейчас, буквально минут 10 назад, во главе с господином Дамдин Суреном. И в конце выступления Димы мы и господина Дамдин Сурена пригласим. Почему я говорю господин? Потому что он культурный посланник Монголии в России. Вот так вот. Это репетиция ваших аплодисментов. Давайте, пока он еще не видит, еще раз прорепетируем аплодисменты. Прекрасно, прекрасно. Я вам дам сигнал. Вот. Ну что же, это будет у нас под конец Диминого выступления. И я очень рад, что Дима к нам приехал, что мы смогли его привести. Более того, тут даже можно обозначить ту фирму, которая смогла привести. Вот такая есть очень неплохая дизайн-студия. Оформила в фестивале «Золотая маска», там выставку Лисицкого. Ну, много интересного делают люди. Вот. Дима, дорогой, дайте обниму. Очень рад. Да. Все. Передаю слово Диме Галсану, Бурятия. Да, здравствуйте. Было такое шикарное представление меня. Я все равно хочу представиться. Я графический дизайнер из Бурятии. Люблю делать книги и занимаюсь айдентикой, но все-таки сегодняшнее мое выступление совсем не про это. Речь идет о том, что в прошлом году, как вот говорил Саша, мы провели ряд мероприятий фестиваля типомании в городе. И это мое сообщение, наверное, не совсем такое дизайнерское, оно больше организационное. И, может быть, оно будет полезно и интересно с точки зрения опыта проведения фестивалей, там, как кто-то сказал, вот в Замкадье. Поэтому, и также, может быть, это мое сообщение будет интересно с точки зрения расширения идеи типомании не только в географическом, но и в культурном пространствах. Мое выступление называется «Типомания на восток», потому что в прошлом году
из всех городов, где побывала Типомания, Улан-Удэ был самым восточным. Для тех, кто не знает, где находится Улан-Удэ и Бурятия, я могу подсказать небольшой лайфхак. Вы можете посмотреть всегда на карту России и найти озеро Байкал. Вот с правой стороны вы всегда увидите Республику Бурятия и ее столицу Улан-Удэ. Сама Бурятия – это такое, ну, на мой взгляд, место силы, в том смысле, что в ней не очень много людей, но зато очень много природы. Есть и степь, и горы, и лес, и тайга, реки, которые впадают в Байкал. А есть, собственно, с прошлого года там стали появляться известные вам люди, и у которых также можно черпать энергию, ну, конечно, если они согласятся. Поэтому ну, я бы хотел еще добавить, каким образом они там оказались. Вообще идея проведения фестиваля в городе, она возникла не случайно, и складывалось это все в какой-то такой интересной последовательности. Предложение провести какие-либо дизайнерские мероприятия в городе было не одно и не два, но всякий раз меня самого смущало только одно, что в нашем городе не так много дизайнеров, не так много работников креативных индустрий, чтобы можно было уверенно прогнозировать успех этого мероприятия. Ну, согласитесь, делать там мероприятие для самого себя, кучки друзей и там, 2-3 городских сумасшедших, это не очень интересно. А с другой стороны, в последние годы я стал сталкиваться с тем, что в нашем городе стали появляться, и не только в городе, и в окрестностях, но стали появляться разные интересные люди проездом и так далее, потому что у нас туристическое место, это место, где с Транссибирской магистрали уходит одна ветвь через Монголию и Улан-Батор в сторону Китая. И это место пересадок, и достаточно много получается интересных пересечений маршрутов, и, собственно, по которым путешествуют разные люди. И в разговорах с некоторыми из них возникал тоже момент, почему, я говорю, задержитесь еще на день, давайте что-нибудь там устроим, какую-нибудь встречу, обсуждение. Но так как это не делается, как правило, с бухты-барахты, поэтому, когда пришла идея фестиваля «Типомания», мне показалось это очень удачным сочетанием причин и условий, потому что основной вопрос при создании мероприятия такого толка, это, наверное, можно сформулировать вот так, что как рассказать о дизайне в месте, где не так много дизайнеров. И в этой связи идея фестиваля «Типомания», она очень удачна тем, что она очень, может быть, проста и очень хорошо звучит для широких слоев населения, так скажем. Поэтому для того, чтобы зазвать большее количество людей, я предлагаю просто делать погромче звук и покруче картинки. И основной особенностью Типомании Улан-Удэнской было то, что мы сделали большой экран. Он, правда, поменьше, чем здесь, но, тем не менее, он также создавал очень большой антураж фестиваля. И, соответственно, как вывод, что я считаю, что чем проще и громче идея, тем ее намного можно более понятнее донести до людей, которые могут стать твоими союзниками. И, соответственно, это сразу увеличивает возможность привлечения любых ресурсов, потому что наш проект, он все-таки абсолютно социальный. Я при общении с Александром мы очень много разговаривали на тему того, что я думаю, что Александр и я, мы верим в силу горизонтальных связей, мы верим в силу того, что любые неформальные контакты и движения, они генерят намного большего качества контента. И, соответственно, нам удалось провести целую кучу переговоров со всеми позитивными и непозитивными силами города и республики. Это было там порядка 60 организаций и людей. Но в итоге мы дошли до
момента реализации. Ну и вот здесь я бы хотел акцентировать внимание на, может быть, тех вещах, которые будут интересны для людей, кто хотел бы сделать что-то подобное в своем городе. Что основное правило для городов, где не так много дизайнеров и представителей креативных индустрий, это делать упор все-таки на массовую аудиторию. Невозможно делать мероприятия для людей из башни и слоновой кости, потому что их просто физически очень мало. Соответственно, лучше всего привлекать те образовательные учреждения, которые есть в данном городе и в данной местности, потому что там, как правило, идея проведения фестиваля находит самый ближайший и самый живой отклик. И у них есть тоже очень конкретный предельный интерес, что им выгоднее привести в свой город, в наш город любого рода специалистов, чем возить своих студентов и учеников за 3-9 земель. Ну и третья фишка, которая была, наверное, уникальна для нас, и особенно в прошлом году, это то, что мы хорошо, к нам зашла идея вот прошлогодней главной плакатной выставки «Восток-Запад», и мы подумали, что надо будет сделать такой настоящий арт-мост между Востоком и Западом. И этот мост, я думаю, он случился через классическое монгольское письмо, так называемый монгол-бышик, если говорить по-бурятски, или монгол-бичик, если говорить так, как говорят в современной Монголии. Монгол-бичик – это наше наследие всех монголоязычных народов, каковыми являются и буряты. И для нас это имело значение не только с точки зрения там, не знаю, какой-то идейности или смысла, но мы понимали, что таким способом мы можем привлечь еще одну часть аудитории, которая, может быть, не совсем готова ходить на дизайнерские мероприятия, потому что это люди самого разного возраста, люди самых разных социальных слоев и положений, но все они очень относятся к классическому монгольскому письму как к своему собственному культурному наследию. И, Александр, ты, наверное, помнишь, как на мастер-классе были люди самых разных возрастов, и Александр спрашивал, откуда они и как. Даже один лама пришел настоящий. Да, лама, да, правильно? Да. Очень, очень колоритный дядюшка. Ну вот и в нашем случае это превратилось вот в какой-то такой странный микс стиля прошлого года, типомании с нашей вот этой вот местной локальной фишечкой. Вот возвращаясь уже к организационным моментам, все равно наша гипотеза о том, будет ли фестиваль успешен и будет ли он востребован среди местного населения, все равно это была гипотеза. Мы не до конца понимали, насколько это будет востребовано и насколько будет интересно людям. Мы решили обезопаситься и сделать ряд мероприятий. И начали мы, собственно, с проведения небольшой плакатной выставки на базе галереи искусств народов Азии в центре города. И вот вы можете увидеть это здание. И, собственно, в нем мы сделали технический запуск фестиваля, собственно, реализовали как раз, собственно, эту идею с монгол-бичик, когда в одном зале была развешена коллекция плакатов «Восток-Запад», а в другом зале уже находилась полностью монгольская каллиграфия. Сейчас вы ее видите в классическом таком виде перед монтажом. Собственно, это один зал, посвященный монгольской каллиграфии, а другой зал посвящен уже, собственно, плакатам. Ну и сейчас я хотел бы, наверное, показать вам тут какой-то результирующий ролик, который был сделан... Улан-Удэ. Добро пожаловать на выставку «Восток-Запад», которая проходит в рамках международного фестиваля «Типомания». Нет никакой нужды делать искусственные границы. То, что казалось вчера незыблемым, сегодня меняется настолько быстро. Мы видим арабскую вязь, которая исполнена в форме йохара. Самая приятная часть сегодняшнего вечера,
когда мы увидели людей? Я думаю, когда мы сели пить вино. Ну, здесь я как раз бы хотел, вот в ролике были наши партнеры, ролик снимали ребята, наши медийщики местные, которые привнесли какие-то живые нотки, может быть, вот в этот, и, собственно, попытались передать неформальный характер, опять же, этого мероприятия. Но также я должен сказать про Центр каллиграфии Тенгерин-Бышик. Ее руководитель Дарима Жаргаловна, она, собственно, стала нашим проводником и самым главным человеком, отвечавшим за монгольскую каллиграфию. К сожалению, я сейчас здесь представляю не только себя, но и всю ту большую команду улан-удэнцев и жителей Бурятии, которые, собственно, помогли этот фестиваль реализовать. Вот после открытия 12 июля прошлого года фестиваля плакатные выставки и показы видеороликов на базе галереи проходили вплоть до осеннего фестиваля до 27 сентября. Но чтобы поддерживать какой-то интерес публики, ну, как говорится, на пульсе, мы сделали еще ряд мероприятий, и самым значимым из них это был День монгольской письменности и каллиграфии «Монгол-Бичик». Он прошел 8 августа прошлого года. Здесь вы можете увидеть ее афишу. Мы старались выдерживать общий стиль и стилистику, заданную Большим московским фестивалем, ну, в сочетании с нашими элементами. Здесь вы как раз можете увидеть работу Центра каллиграфии Тенгерин-Бышик. И, собственно, вот сама Дарима Жаргаловна, она вела мастер-классы нон-стоп весь день. Ну и вот на этих слайдах вы можете увидеть такую атмосферу немножко камерного, немножко академического, немножко такого закрытого, может быть, мероприятия. И в конце дня была проведена отличная лекция моего большого друга и товарища Николая Церемпилова по истории монгольской письменности. Поэтому вот еще раз подчеркну, что самым главным особенностью вы можете видеть, что собрались люди самых разных возрастов и социальных положений, и очень разношерстная публика. Ровно та, которая была нам нужна для большого осеннего мероприятия. Вот здесь, собственно, ролик по следам этого дня. И, в общем, последним, наверное, и самым крупным событием прошлого года это был, собственно, сам фестиваль «Типомания», на котором мы пригласили наших теперь уже друзей. Это, в первую очередь, Александра с Натальей. И еще бы я хотел отметить Татьяну Альтапову из многим, может быть, известной типографии «Юпи Принт», которая была, в общем-то, проводником идеи проведения фестиваля в нашем городе. Ну, просто мы с ней знакомы давно, и она в один из моментов сказала: не хочешь ли ты провести фестиваль в Улан-Удэ? Я сказал: окей, давайте подумаем. Ну и, в общем-то, это все и случилось. И привело нас, собственно, к дате 27 сентября, когда в течение 2,5 дней, с пятницы вечера до воскресенья вечера, мы проделали заключительную, наверное, точку в прошлогодних мероприятиях. Ну, сейчас вот вкратце так в режиме слайд-шоу
я немножко расскажу о той проблеме, которая, наверное, будет универсальна не только для Улан-Удэ, но и для многих российских городов. В том, что самая основная проблема – это отсутствие локации, отсутствие качественной современной площадки, на которой можно было бы проводить мероприятия подобного рода. И приходилось прикладывать множество усилий, чтобы прийти к ситуации, когда в этом году мы снова без мероприятий, без площадки. Но в прошлом году все получилось. Один из торговых центров в центре города любезно предоставил нам свою площадку пустующую, и мы на ней с помощью наших огромной команды друзей и союзников, и в том числе, собственно, ребят из Москвы, мы начали, и из Москвы и Монголии мы начали готовить площадку. В общем итоге мы посчитали, что прошло порядка 2500 человек. Значительная часть плакатов приехала к нам из Москвы, за что я еще раз благодарю московскую типоманию. И не менее важной и существенной частью экспозиции была большая коллекция монгольской каллиграфии. Но она будет немножко позже. А сейчас я бы еще хотел остановить небольшое внимание о том, как важно работать или разговаривать с публикой, с так называемыми широкими народными массами, разговаривать на их языке. То есть мы поняли, что нам нужна какая-то фишка, которая бы была интересна и понятна людям, собственно, нашим же горожанам и жителям не только Республики Бурятия, но и Восточной Сибири в целом. Дима, а может ты приостановишь на время, потому что не все, ну вот, например, на этом кадре, не все москвичи знают бурятский сленг. Кроме «походу», наверное, никто ничего не узнает. А сейчас я попробую это перелистнуть. Или я зря это попросил? Ну, ничего страшного, я думаю, в режиме слайд-шоу. Ну, это жаргонизмы и диалектизмы, которые можно услышать там в любой маршрутке, в любом автобусе, ну, я надеюсь, только на улицах, потому что в госучреждениях, наверное, разговаривать немножко получше. Вот, допустим, слева было по-бурятски «мухай-гое», это примерно так же, как по-русски сказать очень страшно красиво. Поэтому здесь смесь и выражений из бурятского языка, и, собственно, из, может быть, такого просто речи и жаргонизмов Восточной Сибири, и, ну, естественно, из русского языка. Также было важным моментом, что мы активно настаивали и убеждали, и в итоге убедили, и людям из музеев очень понравилось участие в этом фестивале. Нам пришлось приложить усилия, чтобы они вытащили плакаты из запасников своих музеев, Музея истории Бурятии и Музея театра, оперы и балета, и они предоставили нам эту возможность. Вот еще раз повторюсь, что крайне важным моментом всегда является наличие света и звука. Большой шум и свет привлекает в первую очередь, ну, я не побоюсь сказать, красивых девчонок, а за красивыми девчонками тянутся все остальные. Да. Ну, я имею в виду, естественно, широкие, как говорится, слои населения. Да. Да. Поэтому само мероприятие было обозначено огромным количеством активности. Мне кажется, сейчас я бы, наверное, выделил только одно. Вот наши монгольские друзья и коллеги, вот вы на снимке видите одного из, наверное, двух из ведущих каллиграфов Монголии, Цегмит Тамир справа и Пуревбат Нямачир. Они делали шикарный перформанс. Я очень надеюсь, что он когда-нибудь доедет до стен московской типомании. А сейчас я хотел бы... Саш, можно тебя на минуту? Так как было нарисовано два больших полотнища, и на каждом из них было написано слово «Восток», и было поэтическое выражение, я подумал, что когда-нибудь вы будете делать не только музей Москвы, но и музей самой типомании, и, может быть, вам это полотнище... Да, одно из тех двух. И я привез вам это полотнище для того, чтобы вы его могли сохранить себе на память. Да, к сожалению, не получилось так, что в этом году организовать приезд монгольских
каллиграфов сюда. Давай вот. Да. Ну давайте мы сейчас посмотрим вот последний, наверное, ролик, чтобы было понятно в картинке и свете то, что происходило. И после этого я продолжу. Так что... Да, я хотел бы здесь добавить про самую крупную азбуку в Восточной Сибири. Это проект Александра, который был очень с благодарностью воспринят на нашей земле. И я надеюсь, что помимо вот этой бетонной стенки 30×2 в нашем городе появятся еще какие-то очень интересные объекты. Но еще из мероприятий мы сделали воркшоп на Байкале, где ребята из Монголии и ребята из Москвы могли в очень такой неформальной живой обстановке обменяться опытом, щепками, перьями и прочими каллиграфическими экспериментами. Да. Но после того, как мы провели фестиваль и закончили его воркшопом на Байкале, наши путешествия и наши мероприятия не были закончены, потому что мы воспользовались приглашением наших новых монгольских друзей, партнеров и единомышленников. И небольшой группой с ребятами из Москвы мы поехали в автомобильное путешествие до города Улан-Батор, до столицы Монголии. И вот я очень рад, что у наших монгольских коллег, во всяком случае, у части из них получилось доехать до нас. Я хотел бы на эту сцену пригласить господина Дамдин Сурена Хуралбатора, культурного посланника Монголии в России, чтобы он нам сказал пару воодушевляющих слов. Здравствуй, дорогой господин Дамдин Сурен, культурный посланник Монголии. Здравствуйте, дорогие друзья. На сцене приглашаем свою команду. Это наша команда дизайнеров. Наши каллиграфы не смогли приехать сюда, к сожалению. Ребята, идите сюда. Наша команда, мы из 10 человек прилетели. В первую очередь, спасибо Типомания Москва, спасибо Александру, спасибо Дима. Потому что если вы нас не пригласили бы, сейчас нас здесь не были бы. Потому что мы в прошлом году большим командам участвовали в вашем фестивале Типомания Улан-Удэ. А сейчас мы будем участвовать, дальше будем дружить о семей Типомания Москвы. У нас здесь команда дизайнеров, молодых, перспективных, хороших дизайнеров. Прилетели мы сюда, 10 человек. Да, прилетели только сегодня, я даже еще не успел с ними поздороваться. И вот да, после самолета, после поезда мы в разных городах здесь собирались. И, дорогие друзья, вам желаем счастья, удачи. И еще все дизайнеры всех стран, чтобы присоединились к этому месте. Спасибо вам. Спасибо. Но чтобы вы не подумали, что это какие-то поддельные монголы, я прошу, во-первых, Дамдин Сурена сказать можно не все, но какую-то часть по-монгольски. И вот здесь вот очень красивая, одна из самая красивая девушка Улан-Батора. Я знаю имя. Most beautiful girl from Улан-Батор. Yes? Вот они сейчас вам скажут пару приветственных слов. You can speak in English. Самбэну, Москва. More longer, same 2-3 sentences. Not in English, in Mongolian, please. Good evening. We just came from Mongolia all
No, no, all no. the way from In Mongolian language. in Mongolian language, and then you Yes. translate. No, without translation. I will translate. Бид Улаанбаатар хотоос өнөөдөр нийтдээ 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Сегодня мы прилетели с командой 9 человек в Москву. Тэгээд бүтээлч хүмүүс мандтугай тэгээд дизайнер одоо бүгдээрээ амьсгалж хэд хоногийн гайхалтай өнгөрүүлье гэж бодож байна. Все креативные люди. Ура! Большое спасибо, друзья. Thank you very much. Замерла. Байерла. Байерла. Правильно? Это спасибо. Ну и буквально еще последнее Да. предложение. И, вы знаете, я хотел бы воспользоваться возможностью, и мы думаем сейчас о фестивале, который, очень надеюсь, пройдет осенью этого года в нашем же городе. Если вдруг у кого-то есть планы двинуть на восток, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим группам. Правда, я как-то мелко их написал. Но мы будем рады любого рода идеям, будем рады любого рода контактам. И кто знает, может быть, из этого что-то получится. Да, и еще раз спасибо Саше, Наталье Спасибо. за возможность выступить на этой замечательной сцене и рассказать обо всем. Дима, каталог. Но мы тебе здесь только один, но мы тебе больше дадим. Круто, круто. очень Официально круто. один, а не Спасибо. официально из-под прилавка все остальное. Проговорим. Договоримся. Большое спасибо, Дима. Большое спасибо, до свидания. спасибо, наши монгольские друзья. Да, отключить, да? И я очень надеюсь, что весть о том, что Дима Галсан, организатор улан-удэнской типомании, долетит до Улан-Удэ, и там все во главе с министром культуры Бурятии скажут: если так, тогда мы дадим Диме какое-нибудь классное место. Давайте хотеть этого. Я этого очень хочу. И чтобы мы ездили на... Там здорово, там интересно. Там интересно, и чтобы мы ездили в такие места, несмотря на то, что Бурятия теперь не является Сибирью, а является Дальним Востоком. Понятно? Спасибо большое.